А накануне в республике отметили День эколога. В заповеднике Хакаске организовали большой детский праздник. Защитники природы показали, как дать вторую жизнь использованному пластику, и рассказали, почему с детства стоит приучаться к идее сортировки мусора. Я тоже пенал хочу сделать. А я вот такой. Хорошо. Здесь из обычных бутылок делают пенал, а из старых футболок хозяйственные сумки. А здесь школьники проверяют свои знания в экологической викторине. И это тот случай, когда развлечений много не бывает. На каждом занятии ребят учат бережному отношению к природе. Наибольшее скопление народа у контейнеров для раздельного сбора мусора. Идея в Абакане не новая, но набирающая популярность. Мы собирали их со школы, чтобы выкинуть в специальные контейнеры. Если их выкинуть в природу, то они нанесут большой ущерб для природы. Потому что если бумага может перегнить в короткие сроки, то для пластиковой бутылки надо 500 лет. Просто у нас для планеты нет столько времени для этого. Борьбу с мусором власти страны поставили во главу угла, объявив 2017 в России годом экологии. И так как именно пластик – враг номер один для природы, то именно его нужно утилизировать в первую очередь. Это самая многочисленная группа мусора, которую можно встретить вообще в городе, за городом, когда ты выезжаешь отдыхать. И это самый вредный, в основном, как раз-таки мусор, который долго лежит, разлагается. Помимо пластика, отдельная утилизация требуется и отработанным батарейкам. Для них тоже есть свои урны. Контейнеры будут установлены на участках заповедника. И теперь ребята, оказавшиеся там на экскурсии, будут знать, для чего они нужны. Год экологии в самом разгаре, так что жителей республики ждет еще немало интересного и полезного. Марина Канадакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.